Отопительный сезон официально завершился. Сегодня члены правительства и городской администрации в торжественной обстановке подвели итоги за прошедший сезон по отоплению жилых домов и социальных объектов Якутска. Торжественное заседание посетил и наш корреспондент Александр Лысак. Во время подведения итогов советник главы города Наталья Демина отметила, в Якутске отопительный сезон начался вовремя, в 10-х числах сентября прошлого года. Только не везде. В районе Первой Борисовки тепло в дома поступило только в конце сентября. Причина в отсутствии договоров на обслуживание газовых котлов. За прошедший отопительный сезон в единую диспетчерскую службу поступило почти 5000 заявок, выполнение которых составило 99%. Но это не все озвученные во время совещания цифры. Отмечено увеличение на 18% количества отключений, производимых жизнеобеспечивающими предприятиями. Это плановые и аварийные отключения. Рост составил 23%. И наибольший рост дали предприятия Якутскэнерго, это Центральный район электрических сетей и ТЭЦ. Видимо, все-таки надо проанализировать причины плановых отключений в зимние месяцы. Подведя итоги, чиновники наметили и планы на будущее. Среди них подготовка к вводу Якутской ГРЭС-2 и оптимизация котельных города. Дальнейшая оптимизация котельного хозяйства города за счет переподключения к другим мощным котельным к мощностям и к центральным мощностям Якутской ТЭЦ. Это усиление работы по жилищному фонду, потому что тепло важно не только произвести и транспортировать, но и принять правильно для того, чтобы качественная услуга оказывалась. Главными участниками сегодняшнего заседания стали сотрудники и руководители столичных и пригородных управляющих компаний. Во время подведения итогов им вручили благодарственные письма. Затем состоялось закрытие символичной задвижки. В конце представители власти сказали, что надеются на улучшение качества работы коммунальных служб города. Закрыв символичную задвижку, был официально завершен отопительный сезон. Но это не значит, что прекращается работа в области ЖКХ, потому что в сентябре начнется новый сезон. Александр Лысак, Василий Соловьев, новости столицы.